Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. За минувшие выходные в Якутии трое водителей после наезда на пешеходов скрылись с мест ДТП, сообщают в пресс-службе управления ГИБДД МВД по республике. 21 сентября на улице Белинского студент около 7:30 вечера получил ушиб ноги при наезде на него неустановленным автомобилем. Водитель после аварии уехал. Со слов пострадавшего, увидев, что до окончания зеленого для пешеходов сигнала светофора осталось 3-4 секунды, он побежал. Следующее происшествие случилось 23 сентября около 5 часов вечера на улице Жарницкого, напротив дома номер 54 в Якутске. Неизвестный водитель, следуя со стороны улицы Строителей в направлении окружного шоссе, совершил наезд на 65-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, причинив ей ушиб колена. Водитель, поинтересовавшись самочувствием пешехода, уехал с места ДТП, но на этот раз спустя пару часов все же был найден. Освидетельствование выявило у мужчины состояние опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы. В тот же день в 7:30 вечера в селе Актемцы Хангаласского района был зарегистрирован наезд на ребенка. Выяснилось, что дорожное происшествие произошло на улице Советская. В момент ДТП 8-летняя девочка шла со своей матерью и 2 детьми по краю проезжей части. Пострадавшая шла ближе к дороге. Со слов родительницы, школьницу касательно задела иномарка, которая ехала на большой скорости. От удара она отлетела на несколько метров. В результате аварии несовершеннолетняя получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб затылочной области. В настоящее время ведутся разыскные мероприятия по установлению и задержанию водителей, совершивших наезды на пешеходов. 3 медвежат, которые вошли в поселок Кандыга Тампонского района, отогнали в лес. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района. Медвежата находились близко к озеру, и, воспользовавшись этим, отдел чрезвычайных ситуаций выстроил коридор, по которому медведи смогли уйти в лес. В мессенджере WhatsApp мы получаем сообщение, что рядом с поселком видели медведицу, но подтверждений этому нет, сказали в ЕДДС. 3 бурых медведя зашли в поселок Кандыга. Медвежат возрастом менее 1 года заметили местные жители в районе поликлиники. Ранее зашедшие в села Якутии медведи были ликвидированы. Такая судьба постигла медведя, который ежедневно наведывался в село Кенкёль Абыйского района, а также медведей в городе Нерюнгри. Вступил в законную силу вынесенный Якутским городским судом приговор в отношении уроженца Читинской области, временно проживающего в Якутске, за незаконное хранение драгоценных металлов. Об этом сообщает управление ФСБ по республике. Ранее сотрудниками ФСБ были обнаружены и изъяты драгоценные металлы в виде слитков округлой формы. Изготовленные кустарным способом слитки находились у гражданина, который был ранее судим по аналогичной статье. Согласно котировке Центробанка России, стоимость изъятого драгметалла составляет более 3 миллионов рублей. Учитывая полное раскаяние и оказанное содействие в расследовании преступления, суд приговорил нарушителя к 2 годам лишения свободы, условно, говорится в сообщении ФСБ. Ценный металл обратили в доход государства. Якутский городской суд продлил на 3 месяца домашний арест 2 председателям комитетов парламента Якутии, которые обвиняются в получении взятки. Об этом сообщают в Горсуде. Судья продлил срок домашнего ареста до 25 декабря обвиняемым Савину и Уарову, сказал представитель суда. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 2 депутатов парламента Якутии, которые подозреваются в получении взятки в крупном размере. Решением суда 27 апреля председатель контрольного комитета парламента Якутии Александр Уаров, а также глава комитета по селу Дмитрий Савин были отправлены под домашний арест. По версии следствия, обвиняемые в обмен на денежное вознаграждение от руководителя Сахаплемобъединения добились увеличения финансирования компании на 41,5 миллион рублей в бюджете 2014 года. По показаниям руководителя компании, председатель бюджетного комитета парламента Александр Уаров получил от него в 2014 году 400 тысяч рублей, а Савин – 500 тысяч. 3 автомобиля Toyota в ночь на понедельник столкнулись на мосту в Иркутске. Погибли 3 человека. Предполагаемый виновник инцидента пытался скрыться, но был найден и доставлен в медицинское учреждение для проведения анализа на наличие алкоголя в крови, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля Toyota Caldina, двигаясь по Иркутскому мосту в Ленинский район, не справился с управлением и допустил столкновение с Toyota Vista, которая следовала в попутном направлении. После этого водитель Toyota Caldina выскочил на встречную полосу и столкнулся с Toyota Alex, рассказали в ведомстве.
По данным полиции, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 1:50 ночи. В результате инцидента на месте погиб пассажир Toyota Алекс. Водитель этого авто скончался в больнице, а пассажир Toyota Калдина умер в машине скорой. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Тунисе в результате наводнения погибли по меньшей мере 5 человек. Подробности в репортаже «Рейтер», рассказывает Татьяна Громова. По меньшей мере 5 человек погибли в результате наводнения на северо-востоке Туниса, в провинции Набель, где находится одноименный курорт. Потоп вызвали проливные дожди, обрушившиеся на регион в субботу. Местами уровень воды превысил 2 метра. Многие дороги размыты, дома затоплены. Пострадали также сельскохозяйственные земли. По свидетельствам очевидцев, вода поднималась так быстро, что поток переворачивал автомобили. Из-за ливней в международном аэропорту Инфида обвалилась крыша. Сотни туристов не смогли вылететь своими рейсами. Власти Туниса заявили, что впервые в истории страны такое количество осадков выпало всего за сутки. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя.